27 августа 2013 года. С этого момента и начинается история национальной телерадиокомпании как нового и современного телевизионного комплекса с широкими возможностями и перспективами. Практически с нуля создавались редакции, собирался творческий коллектив и запускались телепроекты. Если в самом начале зрители могли видеть только новости, то уже сейчас в эфире НТРК «Ингушетия» транслируются спортивные, общественно-политические, познавательные, развлекательные и религиозные программы собственного производства. Почти 20 часов эфирного времени в день. Прямые эфиры, телемарафоны, онлайн-трансляции массовых мероприятий и музыкальных концертов. Жители республики по достоинству оценили труд всего творческого коллектива. حلقة جدوقة ملتفيلم كأنه جدوقة تسود على الواتر زي программыш. Ахаз дука религиозный, хочешь передать, познавательный, дука бирш для цаханс познавайка я хожу, это ачо хосхетш хожешь передачи. Ханс халхынчинге ханзерьери хажичsun ханзерьо передачи до хозахет. Манах межди кидам болхи қалнах бахиш мичицгичи. Цагяг жахт хихм гладух احتباس تصوغ программы же бусубдин гляца. Немало у телезрителей предложение пополнить контент национальной телерадиокомпании новыми проектами. Кто-то хочет видеть в эфире НТРК больше программ с уклоном на культуру, традиции и быт ингушского народа. Кому-то важно, чтобы внимание уделялось молодому поколению. А другие и вовсе уверены, что, будучи одной из влиятельных сфер деятельности, телевидение сможет принести немало пользы обществу. Книги мы запустили, интернет как бы это одно. Соответственно, на телевидении нужно побольше говорить о том, чтобы люди себя берегли, молодежь себя берегла. Это наше будущее. Чтобы больше чуть-чуть рассказали бы о нашем языке, о проблемах нашего языка, потому что понятно, что все языки должны знать. Чем больше мы знаем, тем больше мы прогрессируемся. Единственная проблема в том, что мне кажется, что мы теряем наш язык, ценности нашего языка. Я бы хотела увидеть программы с играми, развивающими играми между студентами, учащимися в школе. Немало в сетке вещания национальной телерадиокомпании и познавательных программ. Мадина Яблоева, к примеру, курирует сразу два проекта. Первый с уклоном на литературу. В нем телеведущая рассказывает про книжные издания известных писателей и самое интересное из мира поэзии. Во втором девушка погружает зрителей вглубь истории ингушского народа, его культуру, традиции, показывает и вместе со своими героями изучает древние памятники архитектуры. В ходе работы над проектом, конечно, много интересного узнаешь для себя. Например, вышла в конце прошлого года книга Мусы Аушева, и уже через свой книжный проект я узнала очень интересную историческую тему. Оказывается, у нас есть очень интересный, уникальный башенный комплекс в предгорной зоне Ингушетии, который мало изучен, мало что о нем известно, и сейчас наша наука только подходит к его изучению. Помимо социально значимых программ, контент телерадиокомпании разбавлен и развлекательными передачами, такими как «Шуан Лярха» или благодаря которым телезрители могут поздравить своих родных и близких и заказать для них музыкальную композицию. Даже в этом проекте авторы постарались использовать эфирное время во благо своим зрителям. Каждый из нас работает на зрителя, и учитывая то, что в основном наши зрители – это представители старшего поколения, которые по вечерам включают телевизор и хотели бы слышать именно программы на родном ингушском языке, соответственно, я считаю, что, скорее всего, связано и востребовано именно с этой точки зрения. Популяризация нашего родного языка посредством именно телевидения, таких развлекательных программ, которые идут именно на ингушском языке, это дает свои плоды. Пожалуй, главные и востребованные в эфире национального ТВ – это новости, самые яркие события дня, уникальные герои и их истории, рубрика «На злобу дня» и многое другое. Все это теперь можно смотреть онлайн на официальном сайте НТРК «Ингушетия» при помощи мобильного приложения, а также в социальных сетях. Мадина Пугоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.